Биодобавки, помогающие адаптироваться в тяжелых северных условиях, и фиалки, выведенные из растительной клетки. Эти разработки ученые-биологи республики представят на Коми ВДНХ. Выставка пройдет уже 19-20 августа в Сыктывкаре, приурочит ее к юбилею региона. О новых возможностях Анастасия Тюрнина. Это лишь небольшие участки серпухи венценосной. Большая часть плантации уже скошена. Когда-то молодые ученые привезли растения из Алтайского края и начали разводить. Выяснилось, оно содержит экдизоны. Они отпугивают насекомых, но очень полезны для животных. Спустя 20 лет исследований стало ясно. На основе этого вещества можно создать необходимые для человека препараты. Очень приятный запах смолистый. Используется даже и для производства безалкогольных напитков. Вот Байкал, Саяны. Так что рекомендую. А мы тоже используем его как источник вот этих ценных экдизонов. Исследования Коми ученых доказали, экдизоны придают энергию, усиливают белковый синтез, улучшают углеводный и жировой обмен, что необходимо для человека, проживающего на севере. Биологи столицы разработали линейку 3 препаратов. Первый – для адаптации в северных условиях, второй – для тех, кто страдает диабетом, третий – для сердечников. В 2008-м удалось их зарегистрировать. С тех пор ученые пытаются наладить промышленное производство биодобавок. Надежда есть, что такое производство будет в текущем году уже формироваться, найден инвестор. И именно этот проект мы хотим показать на выставке. Нашим горожанам. 3 препарата, получается, это биодобавки, да, можно сказать? Ну вот сейчас в обществе большое разочарование к биодобавкам в целом. Не будем анализировать причины. И мы, хотя абсолютно уверены за свойства своих препаратов, мы идем 2 путями. Там, где мы нашли действительно уже явные полезные фармакологические эффекты, например, с противодиабетическим препаратом, например, с кардистеном, который так эффективно можно использовать при профилактике инфаркта миокарда или постинфарктных состояний. В этом году начаты клинические исследования, и поэтому со статуса биологической активной добавки в пище кардистен и диастен перейдут со временем в лекарственный препарат. Уход за лекарственными растениями непростой, тем более их сбор. Скосить урожай необходимо до цветения, иначе все полезные свойства уйдут в корень. Высушивают листья тоже по специальным нормам. Само вещество изготавливают в лаборатории в Сыктывкаре. Препарат экспериментальными партиями выпускает Санкт-Петербургский фармзавод. Используют БАДы наши лыжники, некоторые клиники, спортивные федерации. Разработку наших ученых уже 3 раза в своей экспедиции брал известный путешественник Федор Конюхов. По его словам, с ними он испытывает спокойствие и силу. Препараты помогают при стрессах, увеличивают работоспособность. А главное, не обманывают центральную нервную систему. Кстати, продавать биодобавки на Коми ВДНХ пока не будут, как и эти фиалки. Они выращены необычным путем, не из листочков, а из клеток. В стерильных условиях берется цветонос растения и садится на питательную среду с определенным составом гормонов. Потом мы получаем много-много микророзеточек фиалок, пересаживаем их на доращивание на среду с другими гормонами, и таким образом можно получить много тысяч растений. То, что мы здесь видим, это получено из 5 цветоносов. Ну вот видите, размножилось, причем мы всем дарим, раздаем эти фиалки. То есть получается вот таким образом то, что можно применять, в общем-то, в хозяйстве. Вот такими биотехнологическими методами можно получать различные декоративные растения, различные лекарственные растения. Мы на самом деле в лаборатории сделали такую работу по микроклональному размножению радиолы розовой. Микроклональным способом можно размножить декоративные растения, которые тяжело прорастают от семян. Этим способом ученые поделятся на выставке разработок институтов биологии и физиологии. Кроме того, горожане и гости столицы узнают о современных подходах к витаминизации жителей Севера. Анастасия Тюрнина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.